Как вы сказали, вы увидели, посмотрели, и ваше мнение известно вчера решение Совета Федерации по поводу представления возможности использования вооруженных сил России дано президенту. На ваш взгляд, есть ли в этом необходимость, и если есть, то какого рода это может быть использование вооруженных сил? Во-первых, я хочу сказать, что когда мы были в Крыму, мы увидели, что население, в общем-то говоря, нет там никаких митингов. Мы уже, они были у нас, когда мы приехали, в это время было весьма спокойно, никаких митингов, ни у Рады, ни у Кабинета министров. Все вроде как бы было нормально, рабочая обстановка, рабочие предприятия работали. Значит, субботний день был, там, конечно, отдыхали все это. Вот. Поэтому наверняка решение-то принято, наверное, правильно, безусловно. Но сегодня сказать, что такой вот необходимости уже сегодня, пока мы не видим этого. В дальнейшем там будет время покажет, что это будет. Но пока там была обстановка на тот период, пока мы там были, там было весьма очень все стабильно. Я вот считаю, решение было принято вовремя и мощно. Но 1 200 000 в Крыму, если их придут, начнут резать, чем? Мы почему своих россиян, не россиян, я извиняюсь, русских не должны там защищать? Они не россияне, хотя определенная часть россияне там есть. Я считаю, мы их должны защищать. У нас там есть, и входить-то нам не надо, у нас есть Черноморская база, которая уже вошла, которая уже там есть и работает. Но, я думаю, силы будут применены в крымской части, я не знаю, на Украине как, только в том случае, если начнется резня, если придут вот эти вот силы радикальные, которые начнут нас вот там бить людей и кровь.